Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Май. Самые главные и важные моменты месяца. Что вам по судьбе в мае? Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет меня в мае? Самые важные, главные моменты месяца. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, напоминаю, что все мои видео мною заряжены на позитив, на хорошую, добрую, целительную энергетику, которая помогает восстановиться и открыть ваши таланты, ваши способности и обрести желаемое. Так, мои хорошие, что ждет вас в мае? Месяц перемен. Сразу хочу сказать, перемен будет много. Двойственный месяц, не буду от вас скрывать, потому что видите, как у вас песочек поделился. У вас что с правой стороны, что с левой приблизительно поровну выходит. Но в мае вам нужно быть крайне осторожными с людьми, в общении с людьми. С людьми, которые пытаются себя выдавать за тех, кем они на самом деле не являются. Знаете, есть такие наглые люди, которые, ну вот, не хочу говорить грубо, да, вот без вазелина или мыла, да, в одно место пытаются залезть, там, себя нахваливают, говорят, ну, я же там хороший, добрый человек, я тебе там друг, товарищ и прочее, прочее. Берегитесь таких людей. И эти люди дважды попытаются вас в чем-то обмануть в мае. Дважды. Вот запомните. Особенно льстивые, особенно такие, вот знаете, прям навязчивые люди. Старайтесь сразу быть начеку. Вот видите, что человечек вам прям уже и так ужиком, да, пытается пробраться. А вы так раз, подожди-ка, дружочек. А что хочешь? А что тебе надо? Почему ты так ко мне приближаешься, да? Будьте осторожны. Здесь попытки будут, честно вам говорю, будут. Это могут быть люди, которые в вашем окружении, могут быть и новые люди, и даже среди родственников могут быть такие люди. Это вам идет важное предупреждение. Еще здесь идет предупреждение по поводу колесницы. Ну, колесница — это у нас обычно машины, транспортные средства, там велосипеды также могут быть, там всякие мотобайки и прочая техника. Даже самокат может тоже отыграться. Если вдруг у вас с вашей колесницей что-то не в порядке, подозрительно как-то работает, да, и у вас есть сомнения, насколько ваше транспортное средство на ходу, лучше вот прям перебдеть, честно, чем недобдеть. Отведите в сервис, отвезите в сервис. Если вы не водите, не пользуетесь транспортными средствами, но кто-то в вашей семье постоянно это делает, и вот, например, пришел муж с работы и говорит: ой, что-то там, какие-то звуки странные, да, что-то где-то там барахлит. Сразу же настаивайте, чтобы немедленно идти на сервис, потому что могут быть не совсем приятные моменты, вот именно связанные с поломкой транспортного средства. Знаете, как нужно будет прям срочно куда-то ехать, что-то делать, а ваша колесница вас подведет, да, чтобы этого не случилось, лучше проверять. Возможно, придется делать ремонт, а кому-то придется делать ремонт достаточно дорогостоящий. Но, мои хорошие, лучше это сделать и сделать как можно раньше. Так, и еще сразу вот я вам скажу, да, какие там прям самые неприятные моменты, а потом перейдем на хорошее. Так, еще важный момент касается мужчины. Мужчина такой, знаете, и вашим, и нашим, и вашим, и нашим. Это может быть начальник, это может быть родственник, и это может быть мужчина, с кем вы находитесь в треугольнике. Мужчина будет пытаться сохранять какой-то, ну, как бы вам правильно сказать, какую-то обособленную позицию будет занимать, да, чтобы
самому ничего не делать, не решать, ни за что не отвечать. При этом, чтобы его жалели, чтобы с него ничего не спрашивали. Вот. Но опять же, да, вот смотрите по своей ситуации. Если вы в треугольнике, и мужчина вот будет так говорить: ой, ну я бы с удовольствием, да, но вот я не могу, вот не получается, там разные будут причины. Говорю, девчонки, это для вас прям красный свет. Заканчивай. Заканчивай. Я вам вот что скажу, кто в треугольнике. Этот мужчина, он ворует вашу энергию, ворует ваше время, ворует вашу молодость. Как только вы с этим мужчиной порвете, вот прям буквально, да, чуть ли не за 24 часа с другим познакомитесь, с хорошим познакомитесь, свободным познакомитесь и с тем, с кем у вас все сложится. Вот он у вас как ахиллесова пята, понимаете, такой прям занозой он сидит в вашем сердце, да, и паразитирует. Вы с ним несчастливы. Сколько там у вас этого счастья с ним было? Кот наплакал. Понимаете, девчонки, хватит, надо себя уважать. И я уже вижу, что ну, тут на взрыве вы уже, да, на пределе возможного. Еще пару таких вот отмазок, ну, мягко говорю, да, и вы уже не выдержите. Туда и надо идти, понимаете, все, расходитесь. Если дело касается родственников, ну, там все бывает, да, там свекровь и невестка мужчину не могут поделить. Здесь, девчонки, тоже нужно будет вопрос ставить ребром, потому что май у вас идет вот как месяц решений. И он закладывает программу на целый год. Вот, то есть до конца года себе заложите программу. То есть если вы вот все спустите как есть, скажете, в очередной раз скажете, ну, ой, поживем, увидим, да, что я тут могу сделать, так и будете до конца года маяться. Если вопрос ребром поставите, вот прям ультиматум, выбирай, все, не буду больше ни ждать, ни терпеть, выбирай, то вы можете вот прям действительно получить прекрасный результат, когда будут выбирать именно вас. То есть от вас, получается, мужчина не ждет этого такого, знаете, ультиматума, он этого не ждет, привык, наверное, что вы всегда, ну, такая добренькая, да, все принимаете. А тут испугается, и наконец-таки вот изменения произойдут. То же самое на работе. Если начальник там не платит, все время там говорит, ой, я бы хотел, но вот не могу, там выше попы не прыгну, там вышестоящее не позволяет, либо там денег нету, не дает вам карьерно расти. То же самое говорите, слушай, дружочек, ну сколько же я буду на тебя тут горбатить? Не хочешь, не можешь, ну тогда давай будем прощаться. Я сотрудник ого-го какой, да, я профессионал высокого уровня, пожалуйста, я без работы не останусь, а ты пойди попробуй найди мне замену. Вот, поэтому здесь время ультиматума. Не бойтесь этого, потому что вижу, что многие из вас боятся, многим страшно. Ну вот такой вы человек, вы не конфликтный человек, поэтому ну, сложно, да, вот в один момент быть строгой. Но придется, чтобы вы до конца года не маялись, не мучились. Вот в мае у вас вот шанс, да, проявить свою силу, продавить ситуацию и выйти победителем. Сразу хочу сказать, не у всех получится. Но меня радует, что у многих именно вот в мае решится вопрос кардинально. И после этого решения идет улучшение, однозначно улучшение. Так, ну по поводу неприятного, пожалуй, все. Все? Нет, не все. Здесь какие-то могут быть травмы конечностей. Берегите себя. Там может быть новая обувь, может быть, знаете, как там, канавки какие-нибудь, ямочки, выбоины, лестницы. Будьте крайне аккуратны, берегите свои конечности. У кого проблемы с суставами, особенно нижних конечностей, у кого проблемы с варикозом, могут быть неприятные деньки. Тоже хочу предупредить, потому что здесь у нас такая прям, знаете, ну вот именно по ногам идет, ножка подвернулась. И ну вот сеточка очень похожая такая вот на варикозную, да, какие-то могут быть проблемки вот именно с этим. Если знаете за собой такие особенности, сходите к флебологу, либо сходите к специалисту, чтобы вас там что-то обследовали, что-то вам прописали. Может быть, вам там нужно периодически проводить профилактику. Да? Обращайте на это внимание. Это очень важно. Так, ну давайте теперь перейдем к основному. Мне очень нравится, что здесь мужчина, вот смотрите, женщина, мужчина, и мужчина тянет руки к женщине.
а женщина занята собой, своей жизнью. Девчонки, вот у кого-то прям 100% отыграется, мужчина к вам потянется, причем если вы в паре, в браке, он потянется. Даже если уже все к разводу шло, даже если вы уже там практически не общались, если даже развелись, здесь явный приход мужчины к вам, который тянется, просит вас, просит вашей любви, а вы такая, не, вы не хотите смотреть, у вас вообще, вот смотрите, песочные часы в руках. Вы спешите жить. Вы спешите, у вас прилив энергии идет, вы спешите жить, вы спешите активничать, а вы чувствуете, вот прям чувствуете, да, что впереди очень много возможностей. А я вот тут топчусь на одном месте и время трачу. Вот. Вы не хотите так. И я вижу, что мужчина будет уговаривать. Мало того, что будет уговаривать, он к вам идет и дорогу вашу совместную несет. То есть он вам еще предлагать будет что-то. Вот говорить, вот, все, я это сделал, это я сделаю, вот, пожалуйста, тебе. Вот так вот будет поступать. А у других же девчонок отыграется, что мужчина, который, ну, скажем так, рядом находится, который вот чувства там к вам имел, там, может быть, вы там пересматривались, да, но как-то конкретно, активно в вашу сторону не двигался. Вот мужчина будет предпринимать конкретные решительные шаги в вашу сторону, будет вам предлагать. По поводу брака сразу вот не скажу. Здесь, возможно, будет предлагать там свидания, встречаться, общаться. И про совместное проживание тоже, наверное, не скажу. Но, по крайней мере, он будет активничать. Почему-то мне идет, что вы то ли не хотите, то ли вы настолько будете заняты собой, своей жизнью, что для вас эта тема уйдет на второй план. А почему так произойдет? А потому что вот они, ваши часы. И смотрите, как, мои хорошие, у вас помимо часов еще и шанс появляется. Шанс заявить о себе, проявить себя. Вот знаете, что-то сделать вот именно для себя. Для себя. Вот как-то повыситься, продвинуться. Может быть, карьера, может быть, учеба, какое-то ваше личное дело. Может быть, собой будете заниматься очень так активно, плотно. Вот для вас любовь уходит на второй план. А любовь к себе выходит на первый план. Для вас это не свойственно, это не ваша характеристика. Вы вообще такой человек, ну, раздаете, да? Не берете, а раздаете. Вот. А тут именно захочется, и такие возможности хорошие идут в вашу жизнь, что вы так и скажете, что ж я время-то зря теряю, всем себя-то дарю. Да, надо вот собой заняться. И будете заниматься собой. Вообще весь месяц будете заниматься собой. У вас очень много радости будет от себя самой. Вот чего добилась, что у меня получается, что я еще могу. Какие-то планы грандиозные будете строить. Кстати, мужчины, не обижайтесь, я про вас позже скажу. Да, вот про женщин хочу сразу сказать, что для женщин это месяц успеха. Вот успеха в задуманном, успеха вот в жизни вашей, именно сама для себя. Вот что хотела, то и будете получать. И будете прям работать на это. Работать. У многих, кстати, очень сильно интуиция обострится, прям обострится до предела. Вот. И дежавю будет, и сны будут. И прям, знаете, будете даже людям предсказывать. На человека посмотрите и такая, вот чувствую, что будет с этим человеком то и то. Вот энергия попрет. У вас, смотрите, видите, в руках у вас полумесяц. Причем растущий. Это очень хороший знак. Возможно, вы давно смотрите мои видео. И, возможно, мы действительно пробудили ваши скрытые способности и таланты. Кстати, не забывайте ставить лайки, чтобы со мной входить в более глубокую связь. Так, дальше, мои хорошие. По поводу мужчин. Ну, у мужчины месяц решений. Мужчина должен будет принимать решения и понимать, что каждое решение мужчины – это необходимость, от которой он очень давно уходил и убегал. Мужчина будет основательно подходить ко всем процессам. Мужчина будет трезво оценивать ситуацию, с чем-то будет примиряться, что-то будет принимать, но ошибок у мужчин не будет. Может быть, не все мужчина сможет сделать, что задумал, может быть, не все решения примет, но вот основное получится и безошибочно. Вот прям безошибочно будет, это замечательно. Так, женщины, ждите от своих мужчин немножечко такого состояния, когда мужчина будет уходить в себя, брать паузы,
Но так надо, потому что мужчине нужно будет время на подумать, на конкретно подумать и конкретно уже решиться. Зато все, что он там придумает, все, что он вам скажет и пообещает, это железнобетонное, даже не сомневайтесь. Так, мои хорошие, идем дальше. Дорог у вас немного в мае. Нет, много дорог я не вижу. Те дороги, которые я вижу, они все светлые, и по расстоянию они не длинные. То есть, длинная дорога — это обычно там прям какой-то нереально долгий путь, либо путь с осложнениями. У вас нет, у вас такое не происходит. Две дороги светлые, что правые дороги, что левые. Правые дороги — это вы для вас, а левые дороги — это все, что связано с миром. То есть, когда вы куда-то там ездите на работу, к родственникам, путешествия, все открыто. И там открыто. Не вижу, что будет много, не вижу, что будут какие-то проблемы. Наоборот, все у вас замечательно. Про колесницу я уже вам сказала, она как раз у вас в левой стороне, вот в области возможного выпадает. Это не факт, что это произойдет, но как возможность. Да, вас вот про колесницу предупредили. Так, идем дальше. По поводу визитов. Вот у вас визитов тоже будет не густо. Гостей у вас особо в доме не будет. Может, там близкие, там зайдут соседи, там, с кем вы там общаетесь плотненько, там родственнички переедут. Вы в основном будете ходить. То есть вы будете посещать там людей, там родственников, там друзей. То есть в ваш дом меньше входят, чем, например, входите вы в чужие дома. Вот такая идет ситуация. Плюс вам еще на май очень сильно рекомендовано расширять свой круг общения. Именно расширять, не сидеть ни в коем случае дома, по возможности просто даже вот выходить на улицу и дышать свежим воздухом, там, пройтись возле дома, сходить там в парк, зайти, если есть такая возможность. Да? То есть дома лучше не сидите. Должен быть спорт, должна быть активность. Весна, да, у нас все расцветает, все набухает. Воспользуйтесь этой возможностью напитаться очень хорошей энергетикой. Вам она как раз очень и очень нужна. Единение с природой. Вот прям старайтесь. Даже если вы живете в большом мегаполисе, все равно же есть какие-нибудь там лужайки, маленькие скверики, да просто дерево растет на улице. Подойдите к этому дереву. Хотите, обнимите, хотите, просто постойте. Вот вам нужна именно природа, понимаете? А если вы живете возле каких-то водоемов, возле моря, да, вы счастливчик, вам повезло, вы живете возле моря, старайтесь по возможности чаще туда ходить, бывать, пропитываться, да, вот этой энергетикой свежести и природы. Это даст вам и силы, это даст вам и здоровье, и хороший сон, и бодрость, и опять же таки открытие вашей интуиции. Это для вас важно. Так, работа. По поводу, да, каких-то спорных моментов я уже вам сказала. А в целом у вас денежный месяц, денежка есть, пусть она там не мега-супер большая, но тем не менее она есть, и это приятно. То есть вы без денег, без средств к существованию, вы не остаетесь. Там голодать, бедствовать вы не будете. Вот, дважды в месяц вам придут деньги. И будете тратить. У вас, кстати, в этом месяце активный какой-то шопинг идет, какие-то покупки. И там надо, и тут надо. Возможно, кто-то будет обновлять гардероб, кто-то будет даже вкладываться в свое жилище. Может быть, какие-то предметы там, бытовые будете покупать, может быть, там мебель кто-то обновит. Но будете заниматься. Шопинг у вас идет конкретный. Смотрите, как вам скажу. Вот одна ваша денежка идет с дырочкой, и вторая денежка с дырочкой. То есть вы получаете и вы тратите. В этом месяце, к сожалению, вот кто там экономит, собирает, у вас не получится. Возможно, даже вам придется потратить больше, чем вы заработаете. Но вы не должны бояться этого момента, потому что ваши траты, они будут эффективными. Не впустую вы идете, там прогуляли все свои денежки. Вы будете вкладываться в важное, нужное и полезное для вас, для вашего ближнего круга, то есть вашей семьи, да, для вашего дома. Так что, мои хорошие, покупки будут. А у кого-то, кстати, не у всех, там, может быть, единично будут очень крупные покупки, на которые нужно будет решиться. Вижу, что будете сомневаться, вижу, что могут люди вас там и отговаривать. Одни, знаете, как уговаривать, другие отговаривать. И будут такие качели, да, весы туда-сюда, идти, не идти. То есть будете думать, будете сомневаться. Но решение вы примете. Я не буду вам говорить, какое решение вам принимать.
потому что у вас в этом месяце интуиция прям на 100 баллов. Вы и сами будете чувствовать. Мало того, вот если вы о чем-то подумали, и вам эта вещь, например, нужна, ну, хотели бы вы купить там, ну, не знаю, что... Ой, платье, да, платье себе летнее хотели бы вы купить, а вы об этом только подумали. Вы идете где-нибудь там на работу, либо по городу идете, и бац, и вам вот оно платье. Вот именно вот ваш вариант, оно вам очень нравится, ну так высшие силы вам будут помогать, и вы интуитивно будете чувствовать, где ту или иную вещь вам можно там найти, увидеть, да, купить там выгодно, кстати. Да, вот так у вас будет происходить. Так, те люди, которые у меня никак встретиться не могут. Вот непонятно, то ли не могут, то ли не хотят, то ли что-то мешает встрече люди. И также не могу сказать, это про любовь, либо это про родственников, друзей, какие-то помехи на встрече. Либо, знаете, как один ждет, а второй где-то. Куда-то уехал, чем-то там занимается. Будет ли у вас встреча? Встреча у вас в таком случае будет, но, наверное, таки середина и ближе к концу, и какая-то короткая. Там по времени может быть там 2 дня, может быть 5, но не больше. Вот какая-то такая идет короткая встреча. А для тех, кто разделен большим пространством, то есть километрами дорог, но вы будете планировать, вы будете обсуждать, возможно, даже какие-то билеты приобретать. Вы о чем-то договоритесь с этим человеком. Вот не знаю, кто к кому приедет. Возможно, так, что вы где-то на какой-то нейтральной территории будете встречаться. Либо женщина поедет к мужчине. Ну, либо дети пригласят там маму, да, чтобы она приехала к ним. Вот так вот идет. Вот, тут будет долгое обсуждение, какие-то споры, какие-то долгие такие вот заходы, планирование. Ну и состоится в конце, ближе к концу месяца уже там поездка, встреча. Ну, это, знаете, как еще скажу, возможно, покупка билета состоится к концу месяца, а вот сама уже поездка, это вот первые числа лета, июня, да, как-то так идет. Так, еще из важного. У вас вот прямо в центре идут новости. Новости о любви, либо от любимого человека. У многих отыграется как признание вам в любви, у других отыграется, что любимый человек действительно вот принял решение, будет вам об этом говорить. А у третьих отыграется как вот прям знакомство. Знакомство, но знакомство идет через третье лицо. Потому что все-таки птица, она на крыльях несет. Это не сам человек. Через кого-то вы будете знакомиться с хорошим, добрым мужчиной, с кем вы можете там общаться, встречаться. Ну и для мужчины это то же самое. Да, с женщиной такой же познакомитесь, хорошей. Вот. Но через кого-то. Кто-то вас познакомит. Либо, знаете, как сведет вас. Да? Вот. Так что не отказывайтесь, если вас будут куда-то приглашать. Или кто-то скажет, а вот ты знаешь, у меня есть на примете там кавалер, либо дама прекрасная. Но вы ничего не потеряете, если вы познакомитесь с этим человеком. А если это ваша судьба, если вам человек очень понравится, если вы поймете, что вы друг друга давно искали, попробуйте. Кстати, очень хороший вариант идет. Так, черепаха выходит. Черепаха — знак стабильности. У вас она идет перевернутой. Смотрите, что я вам скажу. У вас до мая были какие-то проблемы. Проблемы могли быть разные. И финансовые, и эмоциональные, и по здоровью, и психология. Да? Вот были какие-то проблемы. Вот по этой черепахе все очень медленно решалось. Это не было застоем. Конечно, какие-то действия вы совершали, да, какие-то изменения происходили, но настолько это медленно происходило. Вот есть такое выражение: в час по чайной ложке. Только у вас приблизительно вот так все происходило. Теперь черепаха у вас переворачивается. То есть черепаха быстрее зайца. Помните эту историю? У вас все начнет быстро происходить. Вот прям в руках все будет гореть. Не успела подумать, уже сделала. Да? Вот будете набирать обороты и темпы. Вот это замечательно. Все теперь быстро будет у вас происходить. Май быстро пролетит, очень быстро пролетит. Так, у кого будут мероприятия? Мероприятия, вот день рождения, свадьбы, какие-то конкурсы, не знаю, банкеты, да, какое-то большое мероприятие. Считайте там деньги. Там могут либо обмануть,
либо попытаться обмануть, да. Вот считайте деньги, считайте, вот сколько вы там должны будете потратить, сколько там кто заплатил, стоит ли там на такое количество людей делать, либо там меньше сделать. И плюс, если вам будут, как, знаете, как под ключ предлагать, вот прям внимательно считайте, все чеки смотрите, просчитывайте там меню и прочее, прочее. Потому что, чтобы ваш праздник не был испорчен, все просчитывайте заранее и покажите тем, кто будет заниматься обустройством всех этих мероприятий, что вы на контроле держите эту ситуацию. Это будет очень важно. Веселье будет ярким, незабываемым, море положительных эмоций. Просто знаете, когда, чтобы вот эта ложка дегтя не попала, да? Вот я вас предупредила. Если конкретно вы будете заниматься, либо это конкретно ваше мероприятие, ваш праздник, старайтесь все проконтролировать. Либо найдите человека, которому вы сможете полностью довериться. Это очень важно. Так, гордость за детей идет, радость за детей идет. Что-то ваши дети вот как-то прям, знаете, удивят и порадуют. Очень много лестных выражений о ваших детях вам будет адресовано, то есть будут говорить: вот спасибо, мамочка, что воспитали такого прекрасного ребенка, там, либо папочка, вам спасибо, вот молодцы, да, замечательные люди воспитывают замечательных людей. То есть будете его слушать, будете гордиться, будете прям себя чувствовать на высоте. Дети порадуют, хотя и нервы тут тоже с детьми будут. Не могу сказать по какой причине, но несколько вот дней таких, возможно, будут, когда нужно будет плотно, максимально плотно уделить внимание детям, да. Это будет, какие тут проблемы, да? Общение с детьми — это всегда радость. Настраивайте себя именно на такой мотив. Так, и под конец. Семья стабильна, вот кто в семье, связь поколений сохраняется, то есть родители, дети, там, бабушки, дедушки, все на связи, живы, здоровы. Плохие новости. Но понимаете как, мир он такой странный, такой весь непредсказуемый, не знаешь, где эту плохую новость увидишь, услышишь. Тут порой даже телевизор страшно включать. Научитесь отделять плевны от зерен. Это мой вам совет. Если вы научитесь это делать, все плохие новости будут обходить вас стороной. Вот, мои хорошие. Кстати, вот по этой птичке маленькой, такой замечательной маленькой птичке, очень-очень долгожданные, очень приятные известия такого характера, что вам одобряют, разрешают, позволяют, приглашают. Вот такое придет. Но придет уже, опять же, конец мая. Причем самый-самый конец. Последние, там, последние нельзя говорить, да, как там крайняя неделя, крайние деньки. Вот она, пожалуйста, эта птичка к вам прилетит. Летит она к вам в дом. Это замечательно. Так, еда будет, активность будет, веселье будет, интуиция тут пробьет просто потолок. Живите своей жизнью, ни о чем дурном не думайте, не позволяйте людям вас обманывать, следите за своими вещами и наслаждайтесь жизнью каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Помните, что исцеление вам несет природа, старайтесь выходить гулять, и, конечно же, заботьтесь о себе. Мои хорошие, май замечательный. Я за вас очень рада. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.